29 марта президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, прибыл в Сагдийскую область для участия в торжествах международного праздника Навруз, трехсторонней встречи глав государств Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, ознакомление с ситуацией в жизни народа, ходом работ по благоустройству и созиданию, открытие ряда важных объектов для встреч и бесед с населением. В международном аэропорту Худжанда президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, с большой теплотой и вдохновением встретили председатель Сагдийской области, другие официальные лица и группа молодежи. 29 марта рабочая поездка президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона в Сагдийской области началась в селении Овчекалача Боуджон-Гафуровского района. В селении Овчекалача глава государства во имя процветания и плодородия посадил фруктовые деревья в интенсивном саду филиала Института садоводства, виноградарства и овощеводства Академии сельскохозяйственных наук Таджикистана в Сагдийской области и напутствовал жителей района, ученых и работников сферы сельского хозяйства на активизацию действий по озеленению. Интенсивный сад, занимающий в общей сложности 20 гектаров, был создан в основном на месте старых абрикосовых садов, которые более 30 лет не плодоносили. Из этого показателя 10 гектаров составляют яблоневые и вишневые сады, еще 10 гектаров – персиковые и айвовые сады. В садах, построенных с целью выращивания рассады, налажено капельное орошение. В ходе беседы с учеными, хозяйственниками и другими работниками сферы сельского хозяйства было подчеркнуто, что при создании садов следует уделять больше внимания правильному выбору места для выращивания растений и увеличению площади садов, плоды которых ориентированы на экспорт. Согласно данным, филиал имеет 564 гектара сельскохозяйственных угодий, из которых около 400 гектаров садов и более 80 гектаров виноградников являются результатом многолетней работы ученых этого научного учреждения. Ученые и сотрудники филиала Института садоводства, виноградарства и овощеводства Академии сельскохозяйственных наук Таджикистана в Сагдийской области в 2014 году также создали интенсивный сад на площади 4 гектара. Остальные сады и виноградники являются традиционными, их результаты значительны для применения научных достижений и передового опыта на производстве. По мнению ученых, интенсивные сады более выгодны с экономической точки зрения, чем традиционные сады. Они практикуются в стране уже много лет и дают урожай в течение 3-4 лет. Земля между рядами садов также используется эффективно и рационально. Иными словами, до периода созревания плодов деревьев в рядах между ними выращиваются различные виды сельскохозяйственных культур. Первый год ученые филиала Института садоводства, виноградарства и овощеводства Академии сельскохозяйственных наук Таджикистана в Сагдийской области посадили между рядами нового интенсивного сада на площади 6 гектаров лук, на 4 гектарах морковь и под пленкой на 2 гектарах арбузы. При этом на небольшой площади для экспериментов выращивают лук-анзур. Для получения плодородных семян моркови и помидоров на отдельных участках также выращивают эти два вида культур. От посева до сбора урожая полностью изучаются особенности урожая. Было сообщено, что в это время филиал института получил 12 авторских свидетельств на создание 8 сортов абрикосов, 1 сорта моркови и 1 сорта винограда. Одновременно проходят испытания 2 сорта абрикосов, 3 сорта винограда, 2 сорта лука-анзура и 1 вид лука, созданы учеными филиала. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе ознакомления с аграрным потенциалом этой местности назвал важной и своевременной инициативу ответственных лиц Академии сельскохозяйственных наук Таджикистана по восстановлению старых садов. Ежегодно в Сагдийской области в рамках реализации государственных программ возводятся новые сады и виноградники, а своевременное выполнение агротехнических мероприятий увеличивает объем производства фруктов.
Общая площадь садов во всех секторах хозяйства области составляет более 70 тысяч гектаров, из которых около 60 тысяч гектаров являются плодородными. Хозяйственники области проявляют большой интерес к созданию интенсивных и суперинтенсивных садов. В результате из общей площади заложенных садов почти 1000 гектаров приходится на интенсивные и суперинтенсивные сады. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, Махалле Богистон Бовуджон-Гафуровского района открыл дошкольное образовательное учреждение «Бахор». Здание детского сада «Бахор», рассчитанное на обучение и воспитание 200 человек, построено и сдано в эксплуатацию Академии сельскохозяйственных наук Таджикистана за 4,7 миллионов самани. Эта важная мера реализована на основе поручений и указаний главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, относительно увеличения охвата детей дошкольными образовательными учреждениями. Детский сад «Бахор» считается первым дошкольным учреждением Махалле Богистон Бовуджон-Гафуровского района. В ходе ознакомления было проинформировано, что в дошкольном учреждении «Бахор» в 6 группах созданы благоприятные условия для обучения и воспитания детей, а также необходимые условия для игр и досуга. В дошкольном учреждении для обучения и воспитания детей в возрасте от 2 до 7 лет в рамках конкурса привлечены 30 опытных воспитателей и нянек. Обучение будет проходить на таджикском и русском языках. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе ознакомления с имеющимися условиями и возможностями детского сада дал конкретные поручения ответственным лицам по воспитанию подрастающего поколения в духе самопознания в целях повышения уровня и качества образования и воспитания в дошкольных учреждениях, интеллектуального развития детей и другими знаниями и навыками. Большое и постоянное внимание президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, к обучению и воспитанию детей и подростков послужило причиной строительства и сдачи в эксплуатацию сотен новых детских садов и яслей по всей стране. В настоящее время в Бовуджон-Гафуровском районе действует 40 дошкольных учреждений. Охват детей этой ступенью образования без учета центров развития детей составляет более 20%. Было сообщено, что в период независимости при финансировании правительства страны и вкладе предпринимателей в районе были сданы в эксплуатацию 24 новых и современных детских сада, улучшены условия и возможности обучения и воспитания в дошкольных учреждениях. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в Бовуджон-Гафуровском районе официально сдал в эксплуатацию предприятие по производству металлических труб и профилей компании «Субметалл». Предприятие было построено при вкладе таджикского и узбекского предпринимателей Мулоджона Мансурова и Фаруха Фахридинова. Создание металлургического предприятия «Субметалл» является плодом укрепления торгово-экономического сотрудничества Таджикистана и Узбекистана, которое расширяется по воле глав двух стран на основе межгосударственных соглашений. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, был проинформирован о том, что металлообрабатывающее предприятие было создано на сумму более 500 миллионов самани отечественных и зарубежных инвестиций. Строительство производственных объектов и инфраструктуры отрасли осуществлено на площади 6,5 гектара. Импортировано и установлено современное оборудование европейских стандартов. Как было проинформировано, на новосозданном предприятии «Субметалл» налажено производство металлических труб и профилей по передовым мировым технологиям. Производственный процесс от резки металла, обработки и производства труб и профилей до упаковки продукции осуществляется на комплексе станков и оборудования, производимых известными компаниями европейских стран «Фаспар», «Отто Мелс», «Фильтра», МТС и Термоту. На предприятии установлено 2 единицы технологического оборудования для производства труб и профилей компании Отто Мелс, которая имеет большие производственные мощности. На каждой из этих технологических линий производится 160 метров труб и профилей в минуту, а годовая мощность составляет 100 тысяч тонн строительной металлопродукции. На производстве осуществляется процесс сварки, резки алмазным камнем, распилки и упаковки изделий. При поддержке нашего многоуважаемого президента Эмомали Рахмон и правительства Республики Таджикистан мы запустили на территории Бовуджон-Гафуровского района современное производство трубных линий. Также мы поставили продольную линию резки для подготовки штрипсов для производства нашей трубной линии. На этом
предприятии будут производиться различные размеры трубных изделий, также и несколько видов и размеров профилей, которые будут использоваться в различных сферах строительства. Современность нашего производства заключается в том, что здесь присутствует очень много автоматики. Это дает нам преимущество в форме труб, при резке труб. Наша режущая оборудование, продольная линия работает при максимальной скорости 150 метров в минуту. Это значит, в год мы можем переработать и сделать штрипсы в объеме 100 тысяч тонн. Установлена автоматическая упаковочная система, которая будет сама принимать трубу и упаковывать в том размере, в какой мы захотим. Мы уверены, что наше производство будет перспективным для развития нашей страны, для развития нашего рынка. И будем производить трубы и профиля очень высокого качества. С использованием современного технологического оборудования производится 50 видов металлических труб и профилей в соответствии с качеством и стандартами по объемам и габаритам. Согласно производственно-коммерческим планам предприятия, в будущем с изучением потребностей внутреннего рынка будут увеличены размеры и виды металлических труб и профилей. Учредители и предприниматели компании «Сухметалл» планируют с полным освоением внутреннего рынка увеличить объем производства продукции и довести число работников до 300 человек. Вместе с тем предприятие имеет возможность экспортировать продукцию за рубеж. С возведением административных зданий, столовой, санитарно-гигиенических пунктов, мест отдыха, фитнес-зала в здании созданы нормативные условия для деятельности инженерно-технического персонала и рабочих. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, ознакомился с процессом производства продукции, назвал достойным инициативы отечественных и зарубежных предпринимателей и специалистов компании «Сухметалл» в создании этого современного предприятия как вклад в реализацию 4-й стратегической цели – ускоренной индустриализации страны и достойную встречу славного праздника 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Было сообщено, что принятые правительством страны созидательные меры и инициативы предпринимателей и инвесторов закладывают основу для развития отрасли. За последние 5 лет объем промышленного комплекса страны увеличился с 27 миллиардов до 53 миллиардов самани, что почти в 2 раза больше. За этот период в стране было создано более 2040 промышленных предприятий и 74 тысячи рабочих мест. Только в 2024 году построено 740 новых производственных предприятий и цехов. В целом в этом секторе создано около 20 тысяч рабочих мест. Среднегодовой темп роста отрасли на этот период был обеспечен на уровне 15%. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон в Бободжон-Гафуровском районе дал старт деятельности предприятия по производству масла компании «Зухал». Объект построен в рамках реализации 4-й национальной цели – ускоренной индустриализации страны. Его проектная мощность составляет 40 тонн растительного масла в сутки. На предприятии обеспечены работой и хорошей заработной платой 40 местных жителей. Производственная линия состоит из парового котла, маслобойного цеха, цеха по изготовлению пластиковых коробок и упаковки. Продукция поступает на потребительский рынок в емкостях объемом от 1 до 5 литров. Предприятие создано с целью удовлетворения потребностей жителей отечественной высококачественной продукцией. На нем производится масло из рапса, подсолнечника, чернушки и семян хлопчатника. По мнению специалистов отрасли, запуск предприятия в эксплуатацию также может способствовать сокращению импорта кормов для птиц из-за рубежа, так как произведенный жмых, содержащий более 6% масла, предлагается птицефабрикам по относительно низким ценам. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, дал ответственным лицам полезные советы по увеличению объема производства продукции, созданию новых рабочих мест и обеспечению внутреннего рынка растительным маслом. С созданием таких предприятий появляется все больше возможностей для удовлетворения потребностей населения в этом виде продукции. Предприниматели могут укрепить отечественное производство с использованием льгот правительства страны. Здесь же глава государства ознакомился с продукцией предприятия. Было сообщено, что масло этого завода отличается высоким качеством, является экологически чистым
чистым и безвредным. Глава государства назвал созидательную инициативу отечественного предпринимателя достойной подражания и подчеркнул, что строительство такого объекта способствует повышению уровня благосостояния народа. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в Бободжон-Гафуровском районе сдал в эксплуатацию предприятие по производству бытовых приборов компании «Ситора Сануат». Это предприятие построено с целью достижения 4-й стратегической цели – ускоренной индустриализации страны с использованием льгот и возможностей, предоставленных правительством Республики Таджикистан, отечественным предпринимателем Сухробом Гафуровым стоимостью около 2 миллионов самани. Как было сообщено, производственная техника и оборудование произведены ведущими мировыми компаниями. На предприятии работой обеспечены 25 местных жителей. В нем производится 7 видов бытовых предметов, в том числе отопительное и вентиляционное оборудование. Производственная мощность предприятия составляет 15 тысяч единиц бытовых приборов в год, а его продукция является импортозамещающей. Было сообщено, что в 2024 году в Таджикистан из-за рубежа поступила аналогичной продукции на сумму $7,5 миллионов США. Теперь появилась возможность наладить производство этих и других бытовых приборов внутри страны. На предприятии созданы необходимые условия для работы сотрудников. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, дал высокую оценку деятельности отечественного предпринимателя за вклад в реализацию 4-й стратегической цели – ускоренной индустриализации страны и производства импортозамещающей продукции, дал полезные рекомендации по увеличению производственных мощностей, налаживанию экспорта в будущем и повышению заработной платы работников. Было сообщено, что в Бободжон-Гафуровском районе на основе постоянной поддержки правительства Республики Таджикистан со стороны частного сектора с использованием имеющихся широких возможностей и мощностей ежегодно вводятся в эксплуатацию новые производственные предприятия и цеха, где большое количество граждан обеспечиваются постоянной работой и хорошей заработной платой. Предоставление льгот и послаблений частному сектору вдохновило предпринимателей в направлении строительства производственных предприятий, а также способствует укреплению производственных мощностей страны и обогащению внутреннего рынка промышленной продукцией. Сегодня состоялся телефонный разговор лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, с премьер-министром Исламской Республики Пакистан, уважаемым Шахбозом Шарифом. В начале беседы глава нашего государства и уважаемый премьер-министр Пакистана обменялись теплыми поздравлениями по случаю наступления благословенного праздника Иди-Фитр. В этом контексте лидер нации, выразив пожелание доброго здоровья и новых успехов в адрес уважаемого Шахбоза Шарифа, пожелал всему дружественному народу Пакистана устойчивого мира и стабильности, прогресса и процветания. В продолжении беседы стороны обсудили состояние и перспективы таджикско-пакистанских отношений, дружбы и многогранного сотрудничества. Президент Таджикистана и премьер-министр Пакистана с удовлетворением отметили нарастающий процесс развития и расширения взаимоотношений двух стран, подчеркнув важность дальнейшего поддержания активного межгосударственного диалога как ключевого фактора продвижения партнерства двух стран. Стороны обсудили повестку предстоящих встреч на высшем и высоком уровнях, двустороннем и многостороннем форматах. Также состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.